Assalamualaikum aziz teletomashbinlar. Efirda Qadam teлеканалы тәqdim qilib o'tgan Tan saqliq programmasi. Bugungi suhbatimizning mavzusi щитовидная железа kasalligi. Bugun bizda mehmonda Savminka Markaziy klinikалық doktorxonasining axloq xizmat ko'rsatish bo'limining boshlig'i doktor endokrinolog Raziyeva Dilaram Sirajdin qizi. Assalomu alaykum Dilaram ada. Va alaykum assalom. Bugungi bizning suhbatimizga xush kelibsiz. Rahmat. Dilaram ada, oldingi teleko'rsatishlarimizda biz sahrli diabet to'g'riliq suhbat qilgan edik. Bugun щитовидная железа haqida to'xtalib o'tsangiz. Щитовидная железа deganimiz nima? Щитовидная железа – это железа внутренней секреции, вырабатывающая йод, или йод, содержащие гормоны, мы называем их Т3, Т4. Щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи, имеет форму бабочки, находится над трахеей. Yaxshi, rahmat. Endi mushu щитовидная железа to'g'riliq to'liq to'xtalib o'tsangiz, buning qanday turlari bo'ladi? Заболеваний щитовидной железы у нас очень много. Например, гипотиреоз, диффузно-токсический зоб, аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб, смешанный зоб, мы говорим, обычный эндемический зоб и, может быть, даже рак щитовидной железы. Рахмәтләремәдә, әнді кейінгі суалым, ән көп таралған щитовидная железа кесілінің түрі қайсы? Шуныға тоқтылып өтсіңіз. Одной из самых распространенных заболеваний щитовидной железы является гипотиреоз. Гипотиреоз – это сниженная функция щитовидной железы. Когда происходит снижение уровня гормонов щитовидной железы, возникает такое заболевание, как гипотиреоз. Как диагностируется такое заболевание? Обычно диагностируется клинически, то есть пациенты предъявляют жалобы на слабость, недомогание, апатичность, постоянную сонливость, может быть отечность глаз, рук, ног и общее недомогание. То есть таким пациентам все время хочется спать, ничего не хочется делать. Это вот клиника гипотиреоза. Как мы ставим диагноз? Мы определяем гормоны щитовидной железы и делаем УЗИ щитовидной железы. На УЗИ чаще всего при гипотиреозе бывает, что щитовидная железа очень маленькая размеров, ну или же она нормальных размеров, но при этом снижена функция щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы – это такие гормоны, как ТТГ, свободный Т3, свободный Т4, антитела к тиреопероксидазе мы говорим. При гипотиреозе уровень гормонов Т3, Т4 бывает сниженный, а уровень гормона ТТГ обычно бывает повышенный. Вот на основании этих вот клинических данных, на основании лабораторных исследований и на основании УЗИ выставляется диагноз гипотиреоз. Такой гипотиреоз мы обычно лечим гормон-заместительной терапией. То есть, если вы слышали, постоянно, наверное, на слуху есть, что врач-эндокринолог назначает препарат эльтироксин, эутирокс. Да? Вот именно эти препараты являются синтетическими аналогами гормона, который вырабатывает сама щитовидная железа. Вот при гипотиреозе как раз-таки щитовидная железа перестает вырабатывать вот эти же самые гормоны. Поэтому мы, когда лечим гипотиреоз, мы замещаем данный гормон щитовидной железы снаружи и дополняем его синтетическим аналогом его эльтироксином или эутироксом. Контроль заболевания проводится раз в 3 месяца, то есть раз в 3 месяца пациент приходит и сдает уровень гормонов щитовидной железы, и мы смотрим, насколько правильно мы подобрали дозу этого препарата. Лечение гипотиреоза пожизненное, то есть пациент для того, чтобы улучшить качество своей жизни, должен каждый день принимать эту таблеточку, как витаминку. Yaxshi, tushunishlik. Dilaram ada, щитовидная железа kesilning yana qanday turlari bor?
Ну, про гипотиреоз я вам уже сказала. Существует такое заболевание, как гипертиреоз, или по-другому мы говорим про него как диффузно-токсический зоб. Это заболевание, когда идет в кровь, выбрасывается большое количество гормонов щитовидной железы. То есть наша щитовидная железа начинает работать с двойной, с тройной силой и выбрасывает в кровь большое количество своих же гормонов. Эти гормоны в большом количестве оказывают токсическое действие на организм. У таких пациентов бывают следующие жалобы. Они жалуются на повышенную потливость, дрожь в руках, слабость выраженную, да? Недомогание, учащенное сердцебиение, даже вплоть до аритмии бывает у таких пациентов. Похудание. Они бесконтрольно, непонятно от чего худеют, при этом аппетит у них сохранен. Даже они могут много кушать, но при этом они не набирают в весе. При таких заболеваниях мы также определяем гормоны щитовидной железы и делаем УЗИ щитовидной железы. При диффузно-токсическом зобе гормоны, наоборот, идут не как при гипотиреозе, то есть здесь идет повышенный выброс гормонов щитовидной железы, таких как Т3, Т4, и заниженный уровень гормона ТТГ. На УЗИ чаще всего бывает большая щитовидная железа, которая работает такой с удвоенной силой. И у таких пациентов бывают также глазные симптомы. Мы говорим эндокринные офтальмопатия – это когда глаза выпирают. Вот вы, наверное, видели таких пациентов с зобом, да, у которых глаза там выпирают немножко наружу. У таких пациентов и есть заболевание диффузно-токсический зоб. Это заболевание очень сложное, лечится тяжело, лечится примерно 1,5-2 года. Если же оно не поддается консервативному лечению, то есть таблетками, да, то мы должны принимать уже радикальные меры, вплоть до оперативного лечения или же терапию радиоактивным йодом. Оперативное лечение проводится в тех случаях, если консервативное лечение не помогает и зоб начинает расти еще больше. Или же в тех случаях, когда мы не можем назначить ему таблетированные препараты. В таких случаях мы должны выбрать либо оперативное лечение, либо терапию радиоактивным йодом. Раньше лечение радиоактивным йодом в Казахстане не проводилось, но начиная с сентября прошлого года у нас в городе Семей открылся институт радиологии и онкологии, где проводится лечение радиоактивным йодом. То есть это безоперационный метод лечения диффузно-токсического зоба, когда пациент приезжает, выпивает пилюлю с этим радиоактивным йодом, и через какое-то время у него проходит это заболевание щитовидной железы. То есть оно полностью исчезает, это заболевание. И при этом нет необходимости, например, получать оперативное лечение. Многие пациенты об этом виде лечения не знают, поэтому хотелось бы, чтобы наши зрители знали о том, что есть такой метод лечения диффузно-токсического зоба. И сейчас он доступен у нас в Казахстане. При этом делается все по порталу, через своего участкового эндокринолога по месту жительства. Все бесплатно. Яхши, дарамада узловой зоб дегенimiz неме? Узловой зоб хакында тоқталып өтсеңіз, давалыныш жолдарын. Узловой зоб – это заболевание щитовидной железы, которое возникает на фоне недостаточности, йодной недостаточности, хронической йодной недостаточности. Узлы – это когда в щитовидной железе появляются узловые образования. Они могут быть в капсуле, ограниченные и различных размеров. Чаще всего узловые образования бывают истинные, то есть это когда идет узел истинный в капсуле ограниченный. Он бывает от 1 сантиметра и выше. Ну, конечно, и меньше бывают узловые образования. Те узловые образования, которые свыше 1 сантиметра, мы все должны пунктировать, то есть проверять на предмет онконастороженности. То есть мы должны всегда думать о том, что узловое образование может быть
предрасполагающим, да, заболеванием к раку щитовидной железы. То есть, когда есть узловой зоб, мы всегда должны исключить в первую очередь рак щитовидной железы. Для этого нам необходимо также с частой периодичностью проводить УЗИ щитовидной железы, определять гормоны щитовидной железы. Ну и основное – это проводить пункцию узла щитовидной железы. При правильной диагностике узлового зоба, если пункция щитовидной железы показала нам, что это доброкачественное образование, мы проводим просто наблюдение за этим узлом. То есть, как я уже сказала, с периодичностью раз в полгода смотрим УЗИ щитовидной железы с эластографией, мы говорим, и определяем гормоны щитовидной железы. И смотрим, растет узел или не растет. Если растет, значит, предпринимаем какие-то попытки к лечению. Если не растет, значит, ничего не делаем, просто наблюдаем. При этом функция щитовидной железы должна быть нормальной. Если же узловое образование нам показало, что есть какие-то атипичные клетки, какое-то подозрение на то, что там может развиться рак щитовидной железы, таких пациентов мы должны направить к хирургам на оперативное лечение. Давайте я вам посмотрю давление. Вы от давления лекарства пьете? Какие? Володип. Володип, хорошо. Ежедневно. Пятерка. Пожизненно. Володип обязательно. Отеков нет на ногах? Нет. Хорошо, потому что он обычно дает отеки. Так, давайте-ка я посмотрю вам давление. Что давление у вас? 140 на 70. Это еще на посещение врача у меня реакция. Ну понятно. Слюну проглотите. Вот так. Раз. Институт. Кажется. Гормоны вы говорили, да? Да, гормоны и УЗИ. Да. Как сказала, гормоны это кровь, да? Кровь из вены. Хорошо. Нет, здесь все спокойно. И только вот здесь у вас все-таки узелочек есть. Хорошо? Спишемся с Игорем Евдокимовичем. Хорошо. Скажете, и вы подойдете, я вас еще раз проконсультирую. Хорошо. Спасибо, пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. Здравия нет? Endi o'tkazing. Endi O'zi o'tkazing. Sirma 15 yillar. 15 дней, да? На Jardins или Инвакана qanday deyishadi? Инвакана 6 pa? Iya, Инвакана 6. И глюконил 2 да? So'q qalbinda 6 pa? Глюконилda 2 ret 6 pa hozir? Hozir menga normalizatsiya qilingan. O'zimiz aytgandagidek 1 ret 6 после еды kechki. Инвакана tаңертең, кешкісін глюконил, да? Жақсы. Қанттарыңыз қалай? Hozir menda 5'te 5'ga tushgan. Hozir 6'da 5 bo'ldi. 6'da 5 жарайды. Тамақтан кейін қанттарыңыз қалай? Hozir нормально 5'te 5, o'sha бүгін 6'da 5. 2 сағаттан кейін, да? 2 сағаттан кейін. Жақсы. Өзім контроль жасап отырамын. Күнделікті таңертең душ жеймін. Тамақ ішетіннің алдында и одан кейін тамақ ішіп болғаннан кейін ровно санаймын да 2 сағаттан кейін тағы ішемін. Жақсы. Жазып отырамын. Жақсы. Енді қанттарыңызды қашан тапсырасыз? Сіз декабрьда тапсырған, енді мартта тапсырасыз, да? Мартта 15-тен бері. 15-тен бері, иә, дұрыс. Когда гликолизированный гемоглобиніңіз 13'те 8 болған. Енді осы айда тапсырсаңыз, соның разницасын көруімізге түсу керек ол. Қанттарыңыз енді түзелді ғой. Соны сіз тапсырып, тағы да маған келесіз. Анализдарыңызды тапсырып, маған тағы да келіңіз. Жарайды ма? Жарайды. Мен көремін гликолизированный гемоглобиніңізді көремін. И креатинин обязательно.
Сіз айтқандағыдай қалай айттыңыз, солай істеп жатырмын. 9-шы столмен Диета сақтайсың. Да, 10 тысяч шагов в день, да? енді оны санамаймын, бірақ жүремін, жаяу жүремін. И физически- Похудели? Да, Сыңызды 12 салмағыңыз 12 түсті ме? килограмм тастадым. Ой, жақсы. Рахмет сізге. Сізге рахмет көп. Сіздің арқаңызда шын айтайын, 21-де 4-пен келдім ғой. Иә. Өзіңіз білесіз, Иә, көмек білемін. сұрап келдім. Прямо өлімнен қалған сияқты болды. Рахмет сізге. Рахмет. Сізге рахмет көп. Сіз онда маған анализдеріңізді Рәхмәт. Дәрімәдә бүгінгі күндә кәң таралған суалларның бірі бәзі аял кішілерінің ана бола алмай жатқандығының сәбәбі щитовидный железа кеселге бағлық му? Да, действительно, одной из причин бесплодия у женщин является заболевание щитовидной железы. Ну, в частности, это бывает чаще всего гипотиреоз. Когда мы диагностируем у женщины гипотиреоз, мы всегда предполагаем, что у этой женщины, возможно, впоследствии не наступит беременность. И всегда об этом предупреждаем женщину. Говорим, что этот гипотиреоз женщине надо обязательно лечить, иначе беременность может не наступить. Вообще всех женщин фертильного возраста мы должны обязательно обследовать на предмет гипотиреоза, то есть на предмет выявления заболеваний щитовидной железы. Но сейчас все очень умные женщины, они знают, что прежде чем подготовиться к родам, обязательно посещают врача-эндокринолога, и мы назначаем весь спектр обследований, которые необходимы для женщины, чтобы они могли подготовиться к своей беременности. Если выявляются какие-либо заболевания, значит мы их параллельно начинаем лечить. Поэтому все женщины должны проходить врача-эндокринолога, если планируют беременность. Рәхмәт дәрімәдә. Hürmetlik телетамашбалла, бүгін бізде мехманды болған доктор-эндокринолог Разиева Диләрәм Сыраждың қызы. Шуның белән бүгінгі сөhbәтimiz тамам болды. Дықтыңлағы чоң рәхмәт, еніп көрішкече аман болайлы.